Начинаем нашу воскресную радиопередачу «Добрым утром». Но надо было ему умереть, чтобы я поняла, что такое отец. Я сейчас понимаю, на самом деле, глубину этой ценности. Но мне, конечно, очень не хватает его, знаете, как это, акимненкузе. Да, у меня нету ничего, кроме того, что я могу создать. И кроме того, что его гены во мне, у меня нет ничего от него. Сожалею, что где-то кого-то недолюбил, где-то недоучился, где-то обманул и не извинился. Мечта, идея, жить, работать. Мы делаем 4 новых города. Это совершенно новая такая тема. Это создание, в общем, какой-то совершенной среды человеческого обитания. Чтобы там было, во всяком случае, удобнее, комфортнее, благополучнее жить тем людям, которые там будут проживать. И в то же время какая-то мечта, что ли, такая. Оставить, в общем, какие-то такие следы, которые будут реализовываться многие-многие десятилетия еще впереди. И, может быть, эти следы будут замечены нашими потомками. Мой отец сын Бимаша Сулейменова и Марьям Сулейменовой. Вот. Они из Жанарки. Вообще, Жанарка – это такое место на границе между Джесказганом и Карагандой. Вот. Мой дед Бимаш Сулейменов, он был историк, соратник Сакена Сейфуллина, статистик. Вот. Ну, вот что я знаю по разговорам, по рассказам моего отца, это то, что он, например, вел статистику, когда вот начинался Ашаршылык, голод. То есть он писал письма в Москву о том, что вот это происходит что-то неправильное. В 1937, кажется, или в 1938 году моего деда репрессировали, а чуть позже, не уверена, в каком году, репрессировали и бабушку. Но дед попал в Карлак, а бабушка в Алжир, Акмолинский лагерь жен изменников Родины. Там мой отец родился. Вот, в 1943 году. В 1953 году, когда моего деда освободили, он был очень худой, маленький, и он совсем был отвык от жизни обычной. Вот. И при виде человека в форме он падал в арык. Вот. И через 2 недели умер. А бабушку Марьям Апу я очень хорошо помню. Они с папой меня воспитывали в детстве. Вот. Мама училась в аспирантуре в Питере, в Ленинграде. А папа и бабушка меня воспитывали. Она мне шила казахские такие камзольчики, шапочку, сука. Вот. Я помню вообще удивительную историю о моей бабушке, как было. Приехал Хрущев в Алмату. И он идет между людей, да, то есть народ идет, народ стоит, да, там его приветствуют, там с флажками как-то. И он идет и как-то остановился и говорит: ну что, у вас какие-то есть вопросы, какие-то есть проблемы? Тут моя бабушка выскакивает и говорит: дайте квартиру, мы, семья репрессированных, живем в бараке, нас там сколько детей, да, мы живем, нам... И он так поразился, он говорит: ну дайте этой женщине квартиру. И так они получили квартиру на Уэзово, не доезжая, то есть район ВДНХ. Вот.
Вот удивительно. То есть она смогла добиться. Она зарабатывала, она, то есть практически, получается, детей вырастила сама и зарабатывала тем, что она шила одеяло. То есть стегала их вот как бы по-казахски, делая узоры. Вот. И в детстве она мне давала из газеты вырезать эти узоры. Мне мама рассказывает, что мне 2 года, она приезжает в очередной раз из Питера и видит, что я 2-летний держу огромные портняжные ножницы в руках и вырезаю что-то. Она: «Господи, апа, что вы делаете? Зачем вы ей даете ножницы?» А моя мама, она как бы из противоположной. То есть если мой отец из семьи репрессированных, они вообще жили в бараках на Октябрьской, вот рядом там Мурат Мухтарович Авызов со своей семьей. Они учились, кстати, вместе. Дядя Гадельбек Шалахметов. Вот. Вот они все, вот, дети репрессированных, они жили где-то в одном районе, там вот Октябрьская, ниже Комсомольской, то есть ниже теперешней Тулеби. А моя мама, она дочь министра сельского хозяйства. Она из золотой молодежи. Как-то они познакомились на какой-то вечеринке. У меня мама была битломанка, очень любила Битлов. И где-то они познакомились на этой вечеринке. Вот. И она ему понравилась, и он забрал ее сумку, не хотел ее отпускать. Но он был, несмотря на то, что вот как бы разительно из другого теста, да, но он был настолько всегда артистичный и коммуникабельный, он мог общаться с любыми людьми. Это, кстати, продолжилось, это было всегда в его жизни. Он со всеми разговаривал всегда одинаково. У него вот это удивительное качество было, просто волшебное. И вот он сам очень любил джаз, вот. И вот как-то вот у них был там какой-то общий знакомый парень, у которого были хорошие коллекция хорошей музыки, и джаза, и битлов там. Вот как-то они так познакомились. Вот. И у них была любовь, о которой говорила вся Алма-Ата. Он был страшный хулиган. Ну, вот то, что тоже рассказывали его кенты, его друзья. Вот. Он не закончил школу. Он очень долго потом заканчивал вечернюю школу. Потом поступил в ЛИСИ, в Ленинградский инженерно-строительный, на архитектурный факультет. При этом он все время работал где-то в куче разных местах. Потом он хотел перевестись в МИСИ, потому что мама поступила в Московскую консерваторию после школы. Вот. И ректор ЛИСИ написал ректору МИСИ: гениальный рисовальщик, невероятный талант, но пентюх и первопроходимец. Короче, будь с ним осторожен. Заканчивал уже политех, наш политех. В общем, лет 10 мой папа учился, но тем не менее он в тот момент, когда они познакомились с мамой, он был районным архитектором. Я не знаю, почему папа выбрал профессию архитектора. Сейчас я понимаю, почему. Вот если как бы... Почему, например, я тоже получила архитектурное образование. Потому что мне кажется, что это самое универсальное образование для любой творческой профессии. В детстве я просто обожала, я всегда любила очень сильно отца, я просто его боготворила. Моя мама была в шоке, когда она приезжала из Петербурга, 2 часа ночи ребенок не спит, или идет какое-то веселье, застолье, куча гостей, какие-то японцы, какие-то, я не знаю, какие-то там народ какой-то совершенно невероятный. И я тут же как бы засыпала, вот, со мной никто не возился, меня никто не укачивал. Мама моя приезжала так наездами, естественно, и папа постоянно ездил, и я как тоже вот, у меня было такое воспоминание, что
то апельсины перевозили из Алматы в Ленинград. Я стою, прям как сейчас, тоже нос забит. Вот, я стою, папа рисует, вот. И я стою и смотрю, как он рисует. И я говорю, а нарисуй еще то-то, да, еще то-то. И он рисует все, что я прошу. Мне было 4 года, когда мама с папой разошлись. И первое время папа постоянно приходил к маме и умолял ее вернуться. Вот. Ходил, я помню. Он ее называл Саидоч. Саидоч. Она ему дверь не открывала. Мои родители расстались по многим причинам. Там как-то что-то... Ну, хотя потом они думали, что это непонятно, почему. Когда они шли, взявшись за руки на развод. И многие мне говорили из их друзей, что прямо это слезы вызывало. Все их знали, все их любили именно как пару. И когда они шли вот так на развод, просто люди плакали. Я заканчивала детский сад, уже у нас был там как бы прощальный утренник, что ли, в детском саду или что-то такое. Мой папа пришел с кентами, вот, принес мне школьную форму и огромный желтый ранец лакированный. Это было такое счастье. Он меня забрал, вот, и нес меня на плечах с этим желтым ранцем. А воспитатели позвонили моей маме и моей бабушке и сказали, что толпа каких-то неадекватных мужиков, странных, бородатых в джинсах, забрали ребенка. Вот, мы вызываем милицию. Вот. И, в общем, короче, это был скандал, что он так сделал. А потом он перестал приходить, но я как только стала сама ездить как по городу, я ходила к нему на работу. Сразу после школы я бежала, если с первой смены, а если со второй, то с утра, и врала. У меня вообще я сейчас замечаю, понимаю, что всю мою жизнь общение с папой у меня было как бы, знаете, есть такое слово английское illegal, то есть как бы нелегальное, как под запретом. То есть я жила с бабушкой, маминой мамой, и она была очень к нему скептически настроена, и я поэтому говорила, я к Юле пошла, я с Юлей была там, или я с Айгулей была, ну что только не делала. То есть у меня все время было такое ощущение, что у меня есть такое запретное, тайное счастье, это общение с папой. У нас не было классических отношений отец и дочь. Нас разлучили, когда мне было 4 года. И потом нас разлучили еще раз, когда он создал новую семью. И поэтому я говорю, постоянно наши отношения были на уровне полулегальных. Это просто удивительно. И когда мне кто-то говорит что-то такое про отцов, мне это непонятно, потому что у меня были совершенно другие отношения. Люди любят говорить, вот, кстати, тот же самый Булат Каракулов, когда он был жив, он любил говорить: ты в детстве была просто куколка, настолько идеальная, вся пропорции, все такая была милаха, такая милая, добрая девочка. А потом, когда мама с папой разошлись, это просто как по мановению палочки. У меня начались какие-то проблемы, наверное, я думаю, психологические проблемы, потому что мне прямо резко, я была прямо какая-то вся
У меня зрение очень сильно стало падать где-то после 7 лет, и уже к 10 годам у меня было -7, потом к 12 уже -12. Это наследие сулейменовское, это когда они были в Алжире, у них была малярия, и мою бабушку Мариам Апу, и всех ее детей лечили или не лечили, а кормили хинином. Хинин действует так, или ты или слепнешь, или глохнешь. У всех плохое зрение. Так что у меня были вот такие толстенные стекла. Я была очень большой, у меня были проблемы в школе, везде в коллективе. Не совсем адекватный персонаж была. Единственное, что меня вот как бы повышал мой рейтинг, это когда, особенно когда папа приезжал. Потому что он был такой прекрасный, такой неземной. Он был в джинсах, вы представляете, там конец 70-х, начало 80-х. Он был в джинсах, он был так красиво одет, у него были длинные волосы, он был всегда с огромной ватагой своих кентов. Он был весь такой удивительный, что вся моя вот эта вот аутсайдерская какая-то, вот мой статус аутсайдерский резко подымался. Но я была совершенная балбеска, я очень плохо училась. Папа, конечно, переживал, что я такая проблемная девочка была. Вот. Но он ничего не мог поделать, потому что он такой же был. Вот. И он часто мне говорил, что как бы мы с ним в этом похожи. Вот они со своими кентами, коллегами, они создали дизайн-мастерскую. И там было потрясающе, это было так классно. Они там постоянно... Я очень хорошо помню 1984 год, когда им впервые, как уже тогда Союзу дизайнеров, позволили оформить к 1 мая новую площадь Республики. В праздничных колоннах представителей столицы Казахстана транспаранты с рапортами Первомаю. И они сделали потрясающую штуку. Они растянули сетку между двумя богатырями. Вот. Они растянули сетку и из флажков сделали портрет Ленина. И это было такое потрясающее, это было настоящее современное искусство, потому что портрет дышал, двигался из-за этих флажков, они же на ветру болтаются. Вот. И такое ощущение, что Ленин как живой смотрит на всех из города. А потом мы пошли праздновать в Кумыс-хану. Тогда на Басеитова, чуть ниже Сатпаева, открылась Кумыс-хана. И мне дали кумыс первый раз в жизни. В 1983 году мой папа женился на тете Наде, и в 90-м у них родился сын, и он тогда резко стал меньше со мной общаться. Он 25 лет своей жизни вообще потратил на реконструкцию Туркестана, мавзолея Хаджа Ахмеда Исави. Его активная общественная деятельность, благодаря которой он стал известен, началась только где-то после 1984 года, когда он создал Союз дизайнеров. Вот. Тогда он создал Союз дизайнеров Кавказской ССР. И в связи с этим он как бы понял и прочувствовал свою какую-то такую социальную ответственность, потому что он должен был, как бы, во-первых, продвигать идеи, что дизайн – это профессия, что она заслуживает того, чтобы как бы цениться как профессия. И вообще вот это очень важно. На самом-то деле, я думаю, что то, что он говорил, это актуально и до сих пор. Потому что вот это у нас до сих пор как бы проблемы со статусом художника или дизайнера, вообще человека, который занимается любой творческой деятельностью. Он практически нет статуса, то есть на грани тунеядства. То есть ты как бы непонятно, что ты делаешь.
в 10 классе я пошла на декабрьские события на Новую площадь. Вот. Тусовалась там. Вот. Потом меня чуть не загребли. И когда я пришла в школу, меня вызвали к директору и вызвали моих родителей обоих. Вот. Моя мама в то время была деканом в консерватории, а папа уже достаточно известным человеком, президентом Союза дизайнеров Казахской ССР. Вот. Он не смог прийти. И мама пришла сама. И ее там, ругали, на чем свет стоит, что она вырастила такого опасного для общества человека, все такое. Потом я уже закончила школу, я не поступала. В 1987 году, вот как я закончила школу, мы познакомились с ребятами из художественного училища. Мы объединились, создали группу «Зеленый треугольник». Мы делали постоянно на улице хэппининги, перформансы, какие-то акции. Он даже однажды нам позволил сделать выставку тогда. Союз дизайнеров и Союз архитекторов, они занимали здание напротив Дома кино. Вот. И он нам позволил сделать выставку. С 87 по 90-е у нас, для меня это было время «Зеленого треугольника». Это было время, то есть мы, во-первых, мы ходили совершенно мы выглядели совершенно не так, как обычные советские люди. Мы ходили с длинными хайрами, никогда не покупали новую одежду, презирали вот эти все материальные ценности. И в 90-м я поступила в Казгаса. Я зрелая, в 20 лет я поступила в институт, и я поняла, что я очень хочу отлично учиться. Студенты архитектурного факультета, чуть ли не с первого курса, вынашивают идею, какой у них будет диплом. Дипломный проект – это мечта твоих всех 5 лет обучения. Тогда было 6. Вот. Вот ты вынашиваешь это. И вдруг приходит мой папа на 5 курсе и говорит: ввиду того, что тысячелетие Туркестана, делим Туркестан на части, и все делают Туркестан. И никакие ваши отсебятины, не надо никаких ваших личных проектов, делаем все Туркестан. И вся группа объявила мне бойкот. Они подумали, что это из-за меня. А я к этой идее, к этому решению папиному никакого отношения не имела. Мало того, еще вдвойне это было тяжело, потому что никто не хотел быть моим научным руководителем. Все говорили: иди к отцу, он же у тебя Туркестаном 25 лет занимался, он тебе поможет. А отец, у него очень такой характер творческий, я не могла с ним разговаривать, потому что он очень навязывал свою точку зрения. И мне было тяжело, я не могла слышать, что я хочу. Поэтому я тоже особо не могла к нему идти. Вот. То есть этот момент я заканчивала институт очень тяжело. И когда была защита диплома, мой отец вышел, когда я защищалась. Я понимаю, чтобы показать, что он не имеет отношения к моему диплому, и чтобы они попытались хотя бы как-то объективно оценивать меня. Вот. Мне поставили 5, но и потом все наши дипломные проекты отправили на международный конкурс дипломных проектов в Екатеринбург, и я получила там гран-при. Это было вообще классным финалом. Но потом я встречала ребят, которые позже мне говорили, что они раскаивались, что они были несправедливы. Я помню, я первый раз принесла свои работы в галерею, принесла на продажу. И хозяйка галереи говорит:
Ну, она смотрит работы других, он говорит, а это чье? Говорит, Сауле Сулейменовой. Говорит, это что, Тимки, что ли, дочь? А, все ясно. Я вот как помню вот этот взмах, и все ясно, мне так это задело, было очень неприятно. Люди часто соотносили, например, думали, что раз он такой известный и не бедный человек, значит, и я такая же. Но это не так. На самом деле мой отец архитектор, а я художник. Это принципиально разные профессии. И в нашем как бы художественном сообществе быть авторитетом, как бы быть уважаемым человеком, невозможно это вот добиться, будучи просто чьим-то ребенком. Это абсолютно невозможно. А уж тем более на международной арт-сцене. В подростковом возрасте я очень хорошо помню два его постоянно повторяющихся напутствия. Первое – будь четкой. До сих пор еще я к этому иду. И второе – надо быть, а не казаться. Я думаю, что это очень важно. Еще то, что абсолютно папина, это... Я вот просто замечаю у многих моих друзей-художников, этого нет. Делать видимым то, что нужно. Вот. Делать акценты там, где нужно. И он умел находить как бы язык такой понятный для того, чтобы самые сложные, ну, по сути, не сложные, а простые такие глобальные идеи были понятны. Вот сякий пафос. Вот. Ну, вот он как бы заставлял людей сечь пафос. И вот как бы это... Я надеюсь, у меня тоже получается. Границы ключ переломлен пополам, а наш батюшка Ленин совсем усох, он разложился на плесени, налипал. Где-то в 1987 году, я когда первый раз услышала Егора Летова, я поняла, что я почувствовала его как гуру, как на самом деле так человека, который как бы ответил на все мои вопросы, что ли, по поводу эстетики. Это было такое счастье, такое откровение, и вот в связи с этим я очень скептично, конечно, относилась к своим родителям, начала относиться. Я смотрела очень критически на жизнь моего отца, на то, что он делает, именно профессионально. То есть мне казалось, что это он способствовал развитию вот этого попсового казахского стиля, который был в тот момент. И потом, позже, вот, кстати, совсем недавно, когда я начала заниматься своей темой «Казахская хроника», мне казалось, что то, что делали отец и его окружение, да, они делали, исходя из своих комплексов неполноценности колониального сознания. Да, то есть я считала, что как бы, ну, то есть это уже прошедшее, то есть мы сейчас уже должны по-другому как бы это все делать и выстраивать. Кстати, он был способен понять. Мне вот что нравилось, мне всегда очень нравилось с ним говорить, потому что он был способен понять, он понимал. Но просто у него была другая профессия. Он уже занимался другим делом. И вот началось как раз начало 90-х, он начал делать нашу валюту, тенге. Первый выпуск «Тенге» в 1993 году был произведен в Англии на фабрике Harrison & Sons. Я очень доволен, между прочим. Приехали монгольские и китайские казахи, и они увидели наши деньги, и они плакали, понимаешь? Я с ними тоже с соплями зашел, понимаешь? Потому что они вот через вот эти элементы, вот эти, через эти символы просекали вот именно настоящий посыл вот этой вот своей страны, понимаешь? Они так прикладывали вот эти вот бумажки, так все, там, с монетками там вот. Я вот закайфовал от этого, понимаешь? И у меня тоже слеза там прошила. Там. Когда мы собирались и когда мы говорили об очень серьезных вещах, он просекал это.
Мне очень нравится папино выражение «секи пафос». Да? Вот, он сёк этот пафос, он понимал, короче. И мы очень хорошо это обсуждали. Но потом это было все меньше и меньше. Вот это вот как бы материалистическое, что ли, или окружение, оно все плотнее, плотнее кольцом папу окружало, и все меньше и меньше мы могли говорить об искусстве. Последние 5 лет практически этого не было. С Суинбике, с моей первой дочерью, он больше общался. Вот. И вообще, когда она родилась, у мамы есть первое тенге. 1 тенге в 1 год. Он только тогда, только 1 тенге он дизайн сделал, и вышли в оборот эти деньги. Вот. И 1 тенге, он написано Суинбике, 1 год в 1 тенге. И он ей привозил, тогда уже он в Лондоне постоянно работал, он привозил ей какие-то невероятно красивые штучки, одежды, вот. Ну, малюсенькие для маленькой Маськи. Такой вообще смешной. Он собирал вырезки со мной, с моими статьями. Вот. И как-то вот он мне звонит: иди сюда, ты, короче, там, о тебе, ты что, не покупаешь газеты, там о тебе статья? И я прихожу к нему, и он мне сказал, говорит, ты знаешь, говорит, Савлеша, странная вещь, но в мое время женщины не были соратниками. Они были женами, подругами, любовницами. Но до соратников они не дотягивали. Просто они для своего времени сделали что-то большое, интересное. Вот. Но приходит новое время, и уже глубже надо копать, и уже новые вещи надо делать. Вот они создали этот Жас-Тулпар в конце 60-х в Москве и в Питере. Вот. И у них была такая идея открыть, понять, открыть миру, понять, что это как бы наследие казахской культуры. В этом они очень много чего сделали. Но просто я думаю, что сейчас идет еще глубже. У меня папа вообще потрясающий, абсолютно он волшебник. Вот. Он умудрялся создавать как бы такое настроение вообще из чего угодно. И куда бы он ни приходил, вернее, так сказать, когда бы он к нам ни приходил, какая бы у нас толпа ни была дома, самая разношерстная, да, там, может быть, там могут сидеть там одни иностранцы, которые не говорят по-русски, там, или люди, там, которые вообще совершенно не знают, кто он такой, наши, но не знающие, что такое Тимур Сулейменов, он заходил, и вот это его харизма, все становятся его как бы слушателями, все становятся его поклонниками. Вот. Вот как-то так вот я сейчас поняла, это вот когда его уже не стало, что он очень стеснялся своих художественной части, как бы своей. Он у меня спрашивал совета часто и спрашивал, как той или иной техникой пользоваться. Я ему говорила, рассказывала, вот. Но он не позволял себе, что ли, быть полностью художником. Просто еще он зарабатывал деньги, ему нужно было как бы зарабатывать деньги. Потом он отвечал, он же как бы возглавлял союз дизайнеров, там еще фирму. То есть он отвечал за людей, которые работали с ним вместе. И он как-то очень скромен был по отношению к тому, что он как художник делал. Он мог бы полностью уйти в искусство, но вот он себе не позволял. Это очень жаль, очень жаль. Почему я делаю, почему этот портрет? И почему я делаю сейчас, эта серия будет? Вообще это автопортрет. То есть я сейчас понимаю, что отец – это я. Вот. Я слишком долго отделяла его от себя. Это пленка, она прозрачная, и они будут накладываться друг на друга.
То есть мой папа состоит из своей мамы Марьям Апа. Вот. Я состою из его и Марьям Апа. Это все вместе накладывается. Я – это не просто я состою из них. Потом бы я хотела побольше узнать о том, что о его детстве, о его отце. Я бы хотела покопаться в архивах. И мне бы очень важно было узнать, как он. Было у меня такое, мелькнуло где-то лет 10 тому назад. Я пришла, и вдруг я поняла, что я совсем его не знаю. Я его не знаю в быту. Я его не знаю вообще. То есть я знаю только вот какую-то одну, наверное, тысячную часть его, которой он со мной соприкасается. Но есть совсем много другого. Когда я начала делать этот портрет, мне просто так стало легче. Я вот сейчас еду в Берлин с выставкой. Я не знаю, как это будет, но я бы, конечно, хотела выставить этот проект, где мой папа, это часть моего автопортрета. 10 мая он умер, 11 были похороны. И, естественно, на кладбище поехали одни мужчины. Вот. А потом после этого сразу мы поехали на АС. Вот. И Куаныш, мой муж, он говорит: давайте, говорит, после АСа поедем на кладбище. Ты же, наверное, захочешь увидеть, где могила. И давай поедем с детьми, с нашими дочерьми. И мы поехали. А до этого у меня день рождения 29 апреля. И это первый раз, когда мне папа не поздравил. Вот, и ничего не подарил. А он дарил всегда очень красивые подарки. А последнее время очень красивые цветы. И мы спускаемся после кладбища. И вдруг на пригорке, на ничейной земле стоит огромное дерево, огромный куст белой белоснежной сирени. Как будто мой папа напоследок мне такой подарочек сделал. Вот. И Куаныш мне ее наломал. Вот. И я ее сделала. Вот. Я верю в то, что всегда, когда я работаю, когда я делаю что-то, вот, он рядышком. Теперь он всегда со мной. Вот знаете, честно говоря, я не понимаю понятия, что такое талант отца. Я не понимаю. Когда говорят это в фильмах, например, да, хороший отец, плохой отец, я не знаю. Я не знаю. Я никогда не могла определить своего отца по таким критериям. Потому что это однозначно просто отец. Я могу быть в обиде, я могу его критиковать, я могу его недополучать. Вечно я его недолюбливала. Буквально в этом смысле, знаете, не в смысле не недолюбливала, в смысле не любила, а недополучала. И сама недолюбила его, и недополучила. Да, но это такая жизнь.